26 августа в Якутске в рамках всероссийской акции «Волна здоровья» состоялось шествие «10 тысяч шагов здоровья». Участники шествия прошлись от Комсомольской площади до площади Ленина, где и состоялось торжественное открытие акции. В церемонии открытия приняли участие вице-президент республики Дмитрий Глушко, министр здравоохранения Александр Горохов, вице-президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Николай Кононов, а также врачи-участники акции. Также в рамках всероссийской акции «Волна здоровья» инструкторы-призеры Олимпийских игр провели олимпийскую зарядку на встрече Олимпийским играм 2014 года в городе Сочи. Поздравляю вас с торжественным мероприятием, открытием акции «Волна здоровья». Это общероссийская акция, направленная на пропаганду здорового образа жизни. 24 августа в спортивно-стрелковом клубе «Берген» прошел республиканский турнир по дуплетной стрельбе. 22 спортсмена выступали в 3 категориях – А, Б и С. На родной земле стреляется, но хотелось бы лучше. Ребята сегодня провели очень хороший турнир открытия сезона охоты. Это Чапалов Степан, братья Кобяковы, Николаев Артур, Алексеев Василий. Очень хороший турнир провели. Никифоров Егор. Благодаря им мы сегодня выстрелили 150 мишеней. Полеты настраивал Чапалов Степан, мастер спорта. Очень интересные полеты, очень интересная программа получилась. Но невзирая ни на что, еле-еле выиграл. Но, видимо, расслабился. Но ребята растут, просто подпирают. Мы должны в России все время должны показывать хорошие результаты. Я очень рад сегодня результатам ребят. И надеемся, что результаты будут расти и расти. 25 августа на Комсомольской площади состоялись ежегодные соревнования по русскому жиму. Соревновательная задача участников в русском жиме – это поднятие штанги определенного веса в соответствии с установленными правилами на максимальное количество повторений и без использования различных жимовых рубашек. Турнир по русскому жиму в Якутске проходит уже в 4-й раз. На этот раз в соревновании приняли участие более 50 человек. Прибавилось 2 категории – это юноши, а также девушки. Категория любители – это около 30 человек. А также прибавилось в категории профи. То есть прошлогодние и позапрошлогодние любители в этом году уже приняли участие среди профессионалов. Количество участников растет с каждым годом. И надеемся, что популярность этого вида спорта все будет расти и расти. 25 августа на спортивной площадке спортивного комплекса «Дахсун» состоялся республиканский турнир по спортивному пейнтболу. В турнире приняли участие 7 команд. В упорной борьбе победила команда «Молодая гвардия». Здесь мы привлекаем молодежь к спорту, проводим ежемесячные тренировки круглый год. Как правило, после турнира игроки, победители и участвующие заражаются спортом. Из лучших спортсменов мы набираем сборную команду и защищаем честь республики в Кубке России, которая пройдет в Хабаровске 22 сентября. Особая благодарность спорткомплексу «Дахсун» за предоставленную площадку и Управлению спорта республики за поддержку спорта. 1 сентября стадион Туймада стал эпицентром настоящего 90-минутного сражения за право играть в 1/16 Кубка России по футболу, в котором наш футбольный клуб «Якутия» сошелся с клубом из футбольной национальной лиги «Хабаровская СХ Энергия». Полная зрителей домашняя арена якутян стала свидетелем напряженной игры, в котором наши футболисты храбро сражались с мастеровитым оппонентом из лиги повыше. В первом тайме гости из Хабаровска поразили наши ворота дважды. Дублем отметился Кармазиненко. Во втором тайме Якутия стала играть смелее, результатом чего стали опасные моменты, но не взятие ворот. Несмотря на все старания подопечных Сергея Шишкина, футболисты СКА Энергии не допустили забить. Напротив, упрочив свое преимущество в счете. На 71-й минуте легионер гостей Леонардо забивает гол, который ставит точку в этом матче. Футбольный клуб Якутия, футбольный клуб СКА Энергия 0-3. Наша команда выбывает из Кубка России. По игре я бы не сказал, что мы намного
были слабее этой команды, да. Просто действительно сказалось вот это вот исполнительское мастерство индивидуальное каждого футболиста СКА, где люди, грубо говоря, ну вот Кармазиенко, который нам забил 2 мяча, это все-таки, поэтому он и считается лучший бомбардир за всю историю СКА Хабаровск. Он исполняет эти моменты на раз-два. 2 передачи принимает, бьет туда, куда надо. Мы создали тоже немало моментов, да, но вот опять же, о чем это говорит, что наше исполнительское мастерство еще не позволяет нам переигрывать такие команды, как СКА Хабаровск. Все-таки и не зря эта команда идет в первенстве ФНЛ на 4-м месте. И в прошлом году бились за попадание в премьер-лигу. Ребята, видно, что все опытные, знают каждый на своем месте, что делать, как делать. Понятно, что, может, и ребята горели большим желанием сегодня, да, сыграть хорошо. И, может, вот это еще, может, сказалось где-то волнение, особенно у защитников. И сегодня получилось так, что ну, не сыграли они так надежно, как хотелось бы на самом деле. Ну и нападающие вроде, моменты вроде создавали и все. Ну вот опять же, может, где-то слишком много эмоций было на этот матч. Тем более знали, что будет сегодня очень много зрителей, там ажиотаж весь вокруг этого матча. Где-то не было вот этой вот, как сказать, надежности в действиях. Где-то, может быть, немножко, мне кажется, перегорели ребята. Хотя со стороны вот так вот посмотрел, ну никто из них не испугался, не стушевался. Все выходили, старались сделать свое дело. Вот и все. Ну не смогли забить, но чтобы такую команду обыгрывать, надо забивать свои моменты в первую очередь. Первенство России 2-го дивизиона зоны Восток продолжается. Приглашаем вас на очередные домашние матчи футбольного клуба «Якутия». 5 сентября в рамках 9-го тура первенства Якутия сыграет с футбольным клубом «Байкал», город Иркутск. Начало матча в 18:30. А 8 сентября в 10-м туре наши футболисты примут футбольный клуб «Сибиряк», город Братск. Начало матча в 17:00. Место проведения матчей – стадион Туймада. Цена билетов 50 рублей. Для детей младше 14 лет вход свободный. Приходи на футбол, поддержи нашу команду.